Нет, потому что тут и так будешь снимать. Международный. Я понимаю, он пришел мне наказ дать. Я понимаю, оказаться по чрезвычайному положению. Вы ведь закончили. Вы ведь закончили. Скажите, о каком чрезвычайном положении вы говорили? А он куда-то говорите о законе. Я сегодня стою на страже порядка. Я 10 лет отработал в органах, и я понимаю, что ночью дела делают только воры. Цивилизованные люди делают днем эти дела. Понимаете? Вы же поймите. А здесь нет напряжения. Здесь нет никакого напряжения. Вы посмотрите, что он избиратели. Это если... Все понимаете? Далее, и далее. Митинг отвечает... Минуточку. Каждый митинг. Перестань. А теперь, значит, вот так Ми починаємо споткання депутатів опозиції від Народного фронту в Верховному Совєті з виборщиками города Менська. Першим почати наше споткання і першим попросити ведучого провести його. Я зачитаю коротку інформацію, самую опошнюю, яку отримали. Ми маємо сувязь з усіма городами і інформацію отримуємо увесь час. Значить, ситуація зараз така. У Москві біля Верховного Совєту РСФСР відбувся мітинг, де зібралося 1 мільйон чоловік. На бок демократів і на бок Єльцина ще до мітинга перейшли Розанське учення десантних войск і Таманська дивізія. Зараз вони окружили Верховний Совет РСФСР, танками заняли круговую оборону. Призначений воєначальником усіми воєнними силами, які на боку демократії, генерал-полковник Кобец. Окромя того, віце-мер города Петербурга, адмірал Щербаков, обняв усю воєнну уладу над воєнною округою города Петербурга і околиць. Єльцин видав загад об арешті 4 путчистів. Серед їх Рудской, Казбулатов і Силаєв спотикалися з Лук'яновим. Був пред'явлений ультиматум з 10 пунктів. Є домовленість, що за 24 години відбудеться споткання Єльцина з Горбачовим, і це споткання буде транслюватися по телебаченню. Горбачов знаходиться зараз під власною охороною, здоров'я його нормальне, він хворіти не збирався. У минулую пятницу этот день был не зовсім добрий. Ми говорили, як партапарат, як ось таке наше керівництво білоруське, ігноруючи волю народу, іде
комуністи на сесіях усіх Верховних Советів, усіх республік і на союзному узровні запевнювали, що Конституція не буде порушеною ніколи, що диктатури не буде ніколи, що путча у комуністичній державі бути не може, тому що гэтага не може бути. Але ж ми день назад побачили, як гэтыя самыя люди, якія нам обіцяли добробыт, якія обіцяли правовую державу, зробили самый сапраўдны путч. До ўлады паспрабавала прийти антинародная, антиконституційная хунта. И тут народ поднялся. Поднялся, як ви чули, народ самых буйных городов Союза, Москвы, Санкт-Петербургу, Уралу. Многие заводы, фабрики спинили свою працу. Шахтеры яшчэ учора, пасля заклика президента России Ельцина, почали страйк и не вышли с шахтов. Поднимается и люд белорусский. Мы поднимаемся, будем говорить прямо открыто, не на оборону той чи іншої особи, хотя мы шкодуем президента Горбачева. Мы поднимаемся на оборону Конституции, того основного закону, за яким нас Учора раніцей наведали старшину Верховного Совета Беларуси Миколая Дементея. Была пропанова до позиции, как старшиня Верховного Совета выказався особисто супроть порушення Конституції СССР, супроть гэтага неконституційного органа, який спробує прийти до влади, скликать президиум і скликать Верховний Совет БССР. Ён гэта зрабіць адмовіўся. Ён сказав, що для його підставаў што-небудзь робіць нема. Ви бачите гэты цинізм, ви бачите гэтых людей, які говорять про правовую державу, про Конституцію, про те, що вони змагаються за прави усіх людей, за прави народа. Сьогодні відбулося у президіумі Верховного Совета посідження, на які були запрошені керівники Міністерства внутрішніх справ, МВД, КДБ, Белорусской войсковой округи и министр юстиции Беларуси. Милиция, КДБ, прокуратура сказала, поводить себе, я могу сказать так, як вони поводили у час красовицьких подіїв. Претензія у народ до їх зараз сказати не може. Тільки що вельми боявся КДБ, що з'явилися улетки, і люди прийдуть на площу, на зустрічу зі своїми депутатами і викажуться, що вони думають супроть гэтых путчистів. А ми разом говоримо путчистам «ні». Я тут хочу разом сказать прямо, что не все наши министры так до этого относятся. Так, министр юстиции Беларуси сказал, что Министерство юстиции керуется законом СССР об надзвичайном становищі. Поважаний министр
да гэта часу не ведае, што на вольнай Беларусі надзвычайна становішча няма. И не будет, поважанный господар Дашу. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые граждане свободной Беларуси. Я, как юрист, народный депутат, заместитель председателя комиссии по законодательству, поднялся на эту трибуну, чтобы разоблачить всю ту ложь и фальшь вчерашнего выступления на пресс-конференции так называемого советского руководства. Даже непонятно, что это такое. Есть правительство, есть высший орган страны. Наконец появилось советское руководство. Так вот, вчера это советское руководство, пытаясь оправдать свой ночной подвиг во имя спасения Отечества, ну а вы знаете, кто занимается ночной работой, если занимаются этим днем. Пытались оправдать это на основании Конституции и закона СССР о чрезвычайном положении. Я знаю, многие из вас сюда пришли от станков, поэтому не каждый из вас, наверное, читал Конституцию СССР и закон о чрезвычайном положении СССР. Тем более, что Конституция СССР существует пока в контрольном экземпляре, не у каждого и не каждый ее может почитать. Поэтому, как юрист, я несколько буду читать, чтобы опровергнуть всю ту ложь вчерашнюю. Выполнять свои обязанности впредь до избрания нового президента СССР, его полномочия переходят к вице-президенту СССР, а если это невозможно, председателю Верховного Совета СССР. Выборы нового президента при этом должны быть проведены в трехмесячный срок. Если, как утверждает Янаев, президент временно болен, тогда зачем ссылаться на эту статью? На эту статью можно ссылаться от того, что человек не знает законов и не чтит их, и не читает. Далее, правильно бы было открыть другую страницу и ссылаться на статью 127.4. Однако почему-то Янаев не заметил этой статьи, а скорее всего не хотел заметить, чтобы не обнародовать и показать свою фальшь. Статья 127.4 говорит, что вице-президент СССР выполняет по поручению президента СССР отдельные его полномочия и замещает президента СССР в случае его отсутствия или невозможности осуществления ими своими полномочиями. То есть по поручению президента вице-президент мог осуществлять свои полномочия, а не путем ареста президента и присвоения себе полномочий. Далее, Янаев утверждает, что было введено чрезвычайное положение на основании закона. Как они говорят, мы действуем только на основании закона. У меня в руках закон. Чрезвычайное положение объявляется президентом или Верховным Советом с обязательным согласием высших государственных органов союзных республик, то есть тех мест, на территории которой объявляется чрезвычайное положение. Было такое согласие у Янаева? Нет. Кто такой Янаев? Президент, Верховный Совет? Нет. Совершенно верно. Далее, если закон говорит о том, что если Верховный Совет или высший
Наверное, такого же толка, как и он сам, он думал так. И армия его поддержит. Он забыл, что в армии служат честные люди. Что в Талантской, Кантемировской дивизии служат действительно честные люди, которые уважают Конституцию и законно избранное правительство. Вор просчитался. Далее, ни один закон, ни одна Конституция не говорит о том, что при введении чрезвычайного положения образуется какой-то орган. Будь то Комитет национального спасения по принципу Литвы, будь то ГК, ЧПК. То есть, по всем законам, которые у меня в руках, поверьте, я держу эти законы не для того, чтобы а для того, чтобы показать, что это закон, то есть я читаю не с головы, а действительно с официального документа. Дело в том, что иногда мне приходилось выступать на Верховном Совете, я выходил туда тоже с какой-нибудь толстой книгой. Но это для того, чтобы убедить партийное большинство, что, скажем, к примеру, частная собственность, это не выдумка Белорусского народного фронта, что тот же Маркс, которого так отстаивают дающее право человеку жить независимо. На основании этих документов я, как юрист, как народный депутат, утверждаю, что вся эта советское руководство является незаконным формированием. Все остальное, что касается политических событий, впереди у нас будут еще выступающие, они расскажут, наверное, более подробно, более конкретно. Моя цель была рассказать вам именно статьи закона і статьи Конституции. Живе Білорусь! Мені радісно бачити тут на площі не тільки моїх виборщиків, але і жителів усього міста. Я хочу вам детально в двох словах розказати, що не тільки зараз мінчані обмірковують цю ситуацію, яка сталася в Україні, але і демократичні депутати різних узровнів у таких городах Білорусі, як Молодечна, Пінськ, Новополоцк, Могилів і шмат інших городів. Гомель і шмат інших городів. Серед нас присутствують так само представники Смолявіч, Бобруйська і інших городів, які приїхали спеціально на цю площу. Так само зараз це питання обмірковує Чарторис Лігорська. Я збираюся зараз довести до відома народних депутатів усіх присутних два документи. Я вам эти документы зачитаю, а потом задам несколько слов от себя. Так, заява белорусского згуртования войсковцев. 20 жнивня в городе Минску группой офицеров створено белорусское згуртование войсковцев. Ми, офіцери, увійшовши згуртування, звертаємося до білоруського народу, до Верховного Совета Республики і заявляємо наступне. Спроба державного перевороту, початого ночь на 19 жнивня в Москве, показала, что основной гарантией независимости демократичных змен и суверенитету Беларуси могут стать только департизованные национальные
приватности мы сказали, звертающиеся до войсковцев, они рассчитывают на поддержку прежде всего армии, на бездумное выполнение их приказов. Помните, вы давали присягу на службу Родине, на защиту ее от врагов. Вы не давали присягу защищать номенклатуру КПСС от гнева народа. Мы не имеем юридического права выполнять приказы, исходящие от неконституционного органа, устранившего от власти президента СССР, главнокомандующего вооруженными силами. Мы призываем армию не принимать участие в электронном перевороте. Сегодня вы молчите, завтра вас отдадут приказ стрелять в свой народ, ваших отцов, матерей, братьев, сестер. Выбор надо делать сегодня. Завтра может быть поздно. Завтра может начаться гражданская война. Белорусское згуртование войсковцев. Нельзя бесконечно сподіватися на терпіння маршалів, на те, що вони сквозь пальці будуть глядіти на рух демократії. Тим більше, коли починають вчити, скільки коштують їх дачі. Як гарантія демократії, як гарантія від крові на нашій землі, нам потрібно своє білоруське військо. Жив білоруське військо! Я, Михаил Сергеевич, не то, что критиковал, а лаял и ображал демократов, а у 2 метрах за им сидели задоволенные Малафеевы, Камаи, Костенки, Дементеи. И вот сегодня, когда он оказался блокирован фашистами, никто из этих людей не стал у оборону, а так называемые демократы стали. Тая позиция, которую занимал Горбачев, она логично привела до этих потерь. И это показывает всю бесперспективность так званого центризма. С той позиции так называемого центризма и вытримки так званой поверховности, якою, на жаль, висповідають многие в нашем Верховном Совете, якою, на жаль, цілком в своїм складі розповідає президіум Верховного Совета. Але у нас на Білорусі, де немає, як відомо, ніякого надзвичайного становища, де все спокійно, тим не менш, некоторі не терпять на этой становищу вести. І сьогодні з раніці ми вже мали один випадок, коли в Україні, у Білорусі, де денничают демократичные, все, так сказать, законы претензий на демократию, была забороненная газета «Знамя юности». И она не вышла только тому, что осмелилась, хоть и в вельми стиплых выказах, сказать про вчерашний державный переворот. И не вышла она тому, что поступил отповедно загад, ну, конечно, оттуль, вядомого нам будинка на Кострижинской площади, будинка Центрального комитета Компартии большевиков. Ганьба! А вчера господар Янаев объяснил, что накладается вето на всю демократичную центральную московскую прессу. Будем думать, что раз такое же вето худшим частью они накладут и на нашу прессу. Выпадок с нами это показывает. Поглядите, покинули только консервативные газеты. Але чи треба нам консервативные видання, які будуть нести одно тільки листу? И тому я закликаю блокировать эту прессу, не выписывать ни правду, ни советскую Россию, ни советскую Беларусь, ни звезду, коли они будут нести ту лухту, які несуть зараз. Ніводної працовної копейки зеля большевистської лухти. Живе Беларусь! У ночь з 18 на 19 жнивня этого года у Москве шерогом особ, які займають відказні державні пости Союзу СССР, спробована спроба державного перевороту. Эта спроба порушает артикул 127.3 пункт 15 дельной Конституции СССР и артикул 1.2 Закона Союза СССР о правовом режиме надзвичайного становища. Згодно з этими законодавчими актами президент Союза СССР може обвещать надзвичайное становище в особных регионах СССР только со згоди відповідних органів державної влади республік. До інтересу гарантування безпеки громадян,
при стихійних бедствах, буйних аваріях або катастрофах, епізодах, а так само при масових безпорядках. Таким чином, законних підстав для введення надзвичайного становища в Білорусі і СССР нема. Разом з тим, праз 10 годин після обвіщення надзвичайного становища отсутнічає заява президента СССР Горбачова з доброохотним складанням своїх повномоцтв і медицинського заключення в стані його здоров'я. У сувязі з цим законним керівником Союзу СССР зостається президент СССР, який може бути відхилений від своєї посади не менше як 2/3 голосів від огульної кількості з'їзду народних депутатів СССР. Здійсненным 18-19 жнивня этого года актом большевики-коммунисты еще раз подтверждают свою прихильность до гвалтовного вырашения социальных и інших проблем. Мы маем дочинение с тоталитаристскими приемами захопу влады. Депутаты от оппозиции в Верховном Совете БССР закликають усіх громадян заховувати організованість, витримку і дисципліну, виконувати тільки рішення конституційних органів влади. Закликаємо наших виборщиків проводити, починаючи з 20 жнивня, щодня після 18 годин. Оппозиция в Верховном Совете Белорусской ССР потребует терминового скликания надзвичайной сессии Верховного Совета для обмеркования становища, что склалося, и принятия необходимых меров. Учора ж депутатами оппозиции, окромя того, что отбылась неопределенная вельми встреча с Николаем Дементьевым, были посланы телеграммы на адрес старшини Совета Министров господара Кезича, на адрес министра внутренних справ господара Ягорова и на адрес министра старшини КДБ БССР господара Ширковського, в якої вони були попереджені об особистій відказності перед білоруським народом у випадку, коли підначалені їм сили приймуть міри і підпорядкуються рішенням незаконного антиконституційного комітету. Тех, у кого в сердце не погас огонь апреля. После апрельских стачек кулак коммунистических репрессий со всей мощью ударил по рабочему движению. Представители стачкомов, рабочих, вызывали прокуратуры, стремились уволить, перевести, лишить. Но несмотря на это, дрогнув, похитнувшись, но не упал на колени, рабочее движение выжило. И 3 августа, ломая проходные, которые номенклатура старалась в очередной раз смерти ни себе, ни другим. Мы не желаем победы над тем и над теми, кто уже гниет. Мы будем бороться за свою победу, за свою свободу. И я уверен, что рабочее движение никогда не предаст те идеи, которые зародились до апреля, за которые была борьба в апреле, и которые мы будем верны всегда. Находится Станислав Станиславович Пашкевич. Я не могу, как, мабуть, и все остальные мои коллеги,
то сегодня мы его не смогли найти в Верховном Совете для того, как провести здесь перемовы. Я хочу сказать сегодня про несколько інших аспектів вот этих переворотов, які довольно часто потрясали життя нашей країни. Я хочу сказать про экономичный аспект, что вот такие гульни большевиков, які проводять Янаев и генералы, вельми дорого обиходяться народом СССР и особливо нашему белорусскому народу. Я хочу сказать, что сегодня все европейские краины заморозили кредиты и контракты, які шли на допомогу республикам СССР, які заключав Горбачов. Сегодня зафиксовано самое низкое падение курса рубля на всех аукционах. Сегодня за рубль навіть нельзя купить коробок запалок у Республики Польша. Это вельми дорого нам обойдется, потому что країна, у якої перемог колгасний строй, може оказаться в этом году на ножи голода. И, кроме того, промысловость и новые технологии до нас не пройдут. Ни один серьезный партнер не хочет иметь справа с той країною, у якої отсутничає конституційний строй. И люди, які свідомо йшли, і не ведали, що вся сусветная супольность отвернется от них. И они свідомо шли на это. Для них не головное процветание наших народов, головное их власная коммунистичная диктатура. Тому я, звертаючи вашу увагу на особливі тяжкості у пошуках і нав'язуванні нормальних економічних контактів з цивілізованими країнами, сьогодні возникла ще одна велика перешкода, яку поправити буде вельми нелегко. Тому я хочу сказати, хватит большевистских экспериментов над народами и над республиками, хватит большевистских догмов и стереотипов. Я лічу, що треба необходимо і терміново притягнути до суду і дати по заслугам усім путчистам, перед того, как наш народ больше не страдал, потому что наша справа, наши руки и наши мозги, и наше выгодное экономичное становище в Беларуси может дать возможность нам жить вольно и счастливо. Для этого только треба вызволиться от диктатуры. Живя Беларусь! Дорогие минчане, земляки, я приветствую вас. Вы сегодня собрались, чтобы высказать свое отношение к тому, что случилось у нас в стране. Я хотел бы сказать, что анализ потом будет. Но мы должны знать причины, почему это произошло и кому это выгодно. Прежде всего, кому это выгодно. Есть такой анализ, я вам предложу. Первое. Это коммунистическая партия стала терять власть. Поэтому Старая площадь и ЦК КПСС, и об этом, как вы знаете, за 3-4 дня предупреждал Яковлев Александр о том, что в ЦК КПСС имеется сталинистское ядро, которое хотело бы повернуть общественное движение в СССР вспять и перейти к командно-административной системе брежневского типа. Значит, первая сила наблюдается. ЦК КПСС. Я не говорю обо всей партии, я говорю о ее номенклатурной части, о функционерах, партаппарат. Вторая сила, которая не желает терять власть, это военно-промышленный комплекс. Военно-промышленный комплекс по-прежнему хотел бы иметь бюджетное финансирование в непомерных для всех народов Советского Союза размерах. И выпускать горы оружия, а потом их уничтожать. И угрожать всему миру. И через военно-промышленный комплекс решать классовые задачи коммунистической партии Советского Союза. Третья сила, которая объединилась против демократических сил, это колхозно-совхозные крепостники. И они представлены в этом незаконном комитете. Поэтому все демократические силы, и мы этому наблюдаем, объединяются, чтобы противостоять названным трем. И чтобы соблюсти Конституцию, Белорусский народный фронт и представители Белорусского народного фронта
парламенте Белоруссии стоят только за конституционные процессы. И мы считаем, что только избиратели, то есть вы, уважаемые, можете определить, какой путь должен избрать, ну, и наше государство, Беларусь. И я очень рад, что очень многие граждане Белоруссии понимают свою ответственность не только перед белорусским народом, но и перед всем демократическим движением Союза СССР или Советского Союза за то, чтобы тоталитаризм не прошел. Я думаю, что анализ будет потом. Я думаю, что здесь уже народные депутаты, выступавшие передо мной, сказали об отношении части народных депутатов к этому самозванному комитету. Это преступники, которые попытались осуществить необольшевистский мятеж. Но я убежден, что он не пройдет, и что Белоруссия выскажется должным образом и не поддержит ту точку зрения, которую высказал сегодня и вчера Президиум Верховного Совета во главе с председателем Верховного Совета Дементьевым. Позор им! Мы за все в ответе, и прежде всего ответственны за те демократическое завоевание, которое есть в стране и в Белоруссии. Живи Беларусь! Живи! Дать телеграммы тем депутатам Верховного Совета СССР, про яких вы, может, уже забылися, а які сьогодні будуть голосувати за это, і дать їм наказ, сказать, что у них повинно застаться сумление, что только сумленный человек, что не только несумленный человек может подтримливать этих злочинцев, этих заговорщиков. Я думаю, что коли все демократично настроенные громадяне дадут отпор этому комитету самозванному, то тогда у них будет вельми великий час подумать, які вони хотіли нам дати подумати над союзним договором. Нехай у них зараз буде вельми час великий подумати у іншому місці. Я сегодня только вернулся и, являясь членом Президиума Верховного Совета, на заседании не участвовал. Но мне стало известно, что там готовится обращение. Оно не было, видимо, принято, большинства не было, кворума не было. И я хочу сказать, что единогласно оно и не будет принято, хотя гарантий, что не пройдет, у меня нет. Я лично буду против такого обращения к народу, которое бы требовало поддержать хунту. Сегодня я присутствовал на заседании Президиума Гомельского горсовета и обратил внимание на позицию партократов. Прямо и честно говорю, кто такие. Секретарь объявлении хунты, где написано о социальной позиции, о социальной защите граждан. Тот же самый большой экономист Павлов недавно говорил очень четко о том, что у нас слишком большая зарплата, что у нас не хватает там на эту зарплату средств и так далее, ее каким-то образом нужно ужать. А вы обратите внимание, тот же Павлов что подписал. И найдем вам, и зарплату добавим, и жилье вам дадим, и все дадим. Это чистейшая воды демагогия, не надо на это попадаться. Люди старшего поколения знают, как было в 1964 году, перед тем, как сняли Хрущева. Я это еще помню тоже. Так вот и сейчас кое-что может в магазинах появиться. Выбросят. Сейчас немного могли придержать, все думают, готовится пересмотр цен. А могли бы придержать и для этих целей. Например, я уже сегодня видел пиво свободно, понимаете? Очень интересная деталь. И вот на это я прошу внимание обратить. Это
чистейшей воды демагогия, обман населения. Почему, например, эта хунта не обращает внимания на то, как идет грабительская приватизация уже? Как эти партийные структуры, государственные структуры некоторые растаскивают общественную собственность в свой карман. Почему бы здесь не остановить? Так нет, они собираются вводить чрезвычайное положение там, где им кто-то не будет подчиняться. Вот цена их заявлениям. Спасибо за внимание. Так, Верша это пришел Верш, одного из активных удельников Белорусского народного фронта Валерия Позднякевича. Читаю этот верш. Калі до влади приходить хунта, і танки тяжкою броньою гримять, не треба, братки, хлусню їх слухать, не треба волі своєї гублять. Нехай стріляють по світлих марах, да їм не знищить гривіцький дух. Погоня в серцях і на штандарах, летить насустрач кружковських пух. Не треба вірити у обіцянні, ратуйте в серцях своєї мани, мечі. Коли до влади приходять здані, нам хопить сили перемогши. Яны привыкли тримать у страху, под рулей танков миллион людей. Да им со смертью нас не сосватать, у самый черный горячий день. Так вот, во всех этих деяниях, которые мы сегодня видим, которые происходят, нет никакой политики. Я это подчеркиваю со всей ответственностью. Политики никакой нет. Это прямая, откровенная уголовщина. Я говорю это как юрист. Я не судья и не суд. В конечном итоге должен суд вынести это решение, и рано или поздно этот суд над этой хунтой состоится. Но уже сегодня, если дальше развивать мысль Владимира Станкевича и продолжить анализ законодательства, то вы обратили внимание, он анализировал только Конституцию. Если же дальше продлить анализ Уголовного кодекса, я говорю это сейчас не для популизма, поверьте мне, мы полностью найдем целый ряд составов уголовных преступлений. Из этих людей уже сегодня можно и надо арестовать и передать суду. Суд должен решать их судьбу. Я говорю с полной ответственностью. Хунта должна быть осуждена. Я еще раз повторяю, хунта должна быть осуждена не только политически. Она должна быть осуждена с правовой точки зрения, как уголовная группа. Я говорю это с полной ответственностью и несу ответственность за свои слова. Второй аспект. Я удивляюсь, пришлось много почитать книг в этой жизни, слава Богу, как точно повторяется история. Октябрь 17 года было абсолютно вот то же самое. Ситуация, на мой взгляд, одна к одному. Если вы вчера слышали интервью вот этой вот членов хунты, в том числе и Янаева, и если вы сравните предоктябрьские работы Ленина, а я могу назвать вам эти работы, удержат ли большевики власть, грозящая катастрофа и как с ней бороться, эти работы написаны накануне Октябрьского переворота, вы увидите, как точно в своих методах Янаев и вся эта клика повторяет эти методы. И как, самое главное, вы, наверное, заметили, концентрация, централизация всех ресурсов, введение карточной системы, кстати, вторичной карточной системы, введение карточек на карточке. Вы знаете, что сегодня карточки уже не срабатывают. Сегодня надо уже вторые карточки вводить, на одну карточку получить карточку, а потом уже продукт. Это уже все было, это повторение. И сегодня Янаев практически повторяет зады марксизма, ленинизма. Он примитивен здесь. И, наконец, третье. Я надеюсь, никто из нас здесь присутствующих, и я думаю, оппозиция меня поддержит, не заблуждаемся в отношении личности Горбачева. Я думаю, все мы прекрасно понимаем его роль во всех тех деяниях, которые были и в Прибалтике, и в Карабахе, и в Грузии. Я был свидетелем, я сам ездил в Грузию и сам
это департизация и суверенитет Беларуси. Як проходила у нас департизация, вы бачили и чули, когда глядели трансляцию 4-й сессии Верховного Совета. Когда тут стоят рабочие заводов, то яны бачили, як гэта адбывалася у іх на прадпрыемствах. Як партакратія бараніла сябе, сваю шкуру, свае месцы, свае крэслы. І яны у Беларусі адстаялі свае крэслы, адстаялі свае месцы. У той же час Ельцин выдаў загад аб департизацыі, і крэслы пад імі моцна захісталіся. І у выніку пайшло тое хваляванне, якое прывяло да такога бездарнага, несумленнага, брыдкага перавароту. Цяпер аб саюзным дагаворы і аб суверэнітэце. Так, той саюзны дагавор, які быў падрыхтаваны у Новагародзе, быў кампрамісны, але кампраміс быў за кошт рэспублік. Фактычна гэта быў дагавор, калі б яго падпісалі, каланіяльны. Ён нам прынёс толькі шкоду. Але тое, што прапанавала хунта, гэта увогуле не каланіяльны нават статус. Гэта статус акупацыйны. Не выпадкова вядомы скарок Жырыноўскі выступіў і падтрымаў хунту. Які гонар для хунты? Потому что тут уже не было справы ни об культуре, ни об экономике, ни об неких правах, ни увогуле об самой Республике Беларусь. Вынік был бы такі, был бы паўночна-заходні край і губернії, з якіх скублі, яны так думали, что можно было б скупать, так як думае Жырыноўскі. Но Жырыноўскі может быть человек хворый, а яна ему задавали пытанне так само, як ваше здоровье, вы глядели учора передачу, и так само сомневается, ці здоровый это человек. Мы спотыкаліся тут и привозили шмат аргументов, что коли мы подпишем этот договор, что мы шмат губим, что мы не выйдем ни с Чернобыля, что мы не полепшим наше якое життя, не нашу экономику. Вы ведаете эти аргументы, мы не раз про это говорили. И вот мы тогда звернулись до Дементея, тому что старшиня Верховного Совета проявил инициативу, как подписать договор 20 жнивня. А вы ведаете, что Беларусь збиралась 3 вересня подписывать. Им вельми картело худшей усунуть голову в петлю. И вот народные депутаты пошли до шановного господаря Дементея и выклали ноту протеста. И он вельми был за то, что тут же треба подписывать договор, что он дзейнічае законно, что он не порушал постанову Верховного Совета Республикана была порушена. Мы пропановали, как перш, чим, покуль не будет принята Конституция, покуль не будет принятый закон о громадянстве, ніякого договору не подписывать, так как робить Украина. В этом же здоровый сенс. Не, шановный господар Дементей и слухать не хотел, так ему хотелось хутчэй подписать договор, а головный был инициатор. И литерально праз день, литерально отбылся путч. И та же самая группа в большем складе народных депутатов пошла до шановного господара Дементея, как выразить свои отношения до этой хунты. И что ж почули? Почули, что шановный господар Дементей, подтрымливая хунту, ну это цалком законно, что яна имела право, так сказать, по Конституции дзейнічаў и так далее. Так вот, шановная громада, шановные суячыннікі, вельмі сорамна. У кожной нации, у кожной державы, коли есть выбранный человек, и он старается адчуваць абавязки, якія за его спиной, абавязки перед народом. Як бы там ни было, але калі тебе доручили посаду, які б ты не был, памятай, что на тебе глядят и за тобой увесь народ. И як соромно, что у нас такие люди, якія гэта не адчуваюць абсолютно, что нема ніякага адчування. Як можно так менять на протягу дня свои погляды, и можно их 100 раз изменять. Памятаете? Выступив каля позиції на першій сесії, пропонувала прийняти декларацію об державному суверенітеті. Який був лямонт, який був крик. І раптом помінялася там політика, нечто там скомбінували в Москві і вирішили дати усім суверенітет. Одразу господар Дементей змінився і став таким суверенним,
што ніхто не чакаў. Потым, калі пачалі размаўляць аб тым, што нам не гадзіцца тэкст такого договора, ён зусім змяніў сваю пазіцыю. Цяпер он хацеў падпісаць той тэкст Новагаровского договора, а калі прыйшла хунта, ён ізноў змяніў сваю пазіцыю. Это унікальны чалавек. Это, як кажуць, тып, якога трэба вывучаць. Вместо Ленина поставите. И все ж таки соромно. Вельми соромно, что Беларусь не мае своей политики. Ни внутренней, ни внешней. Больше того, у чым причина? Может быть, он и не дрэнный человек, только может быть не на своем месте. Может, на своем месте он был добрым человеком. Но справа в тым, что этот человек, это цацка у руках тых органаў, якія сапраўды кіруюць гэтым чалавекам і гэтым прэзідыумам і гэтай партакратыяй. І гэтыя органы знаходзяцца вось там, на вуліцы Карла Маркса. Тое, што мы зараз убачылі з гэтым пераваротам, это пачалося з 17-го года. У 17-м годзе было дакладна тое самае. Дакладна тое самае, 73 гады нас заганялі ў зямлю. Мільёнамі заганялі. І калі нарэшце народ, падняўшы з каленяў, запісаліся іхныя крэслы, яны хацелі паўтарыць тое самае, што было ў 17-м годзе. Што ім нашае жыццё абходзіць, нашая кроў абходзіць, нашае спакой абходзіць. Яны толькі гавораць аб кансэнсусе, аб адсутнасці канфронтацыі, аб народным дабрабыце. Што толькі яны не гавораць. Что только они не говорят на демократию, на народный фронт. Они рвутся к власти, будут там стрелять всех коммунистов. С кого стрелять? Кого стрелять? Вот кто стреляет. Загинул уже один человек у Прибалтицы. Нават так это уже подсказывают, что два. Хотя бы одна кропля человечей крови невинной, не вартая усей ихной паскудной политики. А они ведут ее, ведут танками, ведут кулеметами. И они не думают про наши житки. И они думают, как утрыматься хоть трохи каля ўлады. И великая гора нашего народа, что гэтая компартия, якая існуе уже 73 гады в республике, она антинародная. Нават у Литве, нават у Молдавии, там есть компартии. Но они хоть мову свою ведают. Яны хоть не, ну, хоть громадян, не то хоть громадянство. Яны хоть неяк стараются, так как ну, есть нечто за душой. Тут же нема нічого. Ну давайте проглядим усю историю, починаючи з 30-х годов. Кто продавал миллионы наших людей? Кто их загонял в куропаты? И разом же грызли себе как павуки. И разом же, это ж закон криминальников. И разом. Кто этих людей погнал в куропаты? Далей. Кто знищив наши школы, нашу культуру? Кто разбурил наши помники? И теперь... Хто выступав супроть той же перебудови, супроть реформу, супроть того, каб дати землю селянам, супроть того, каб увести закон об громадянстві? Хто виступав? Яны, ви їх чуєте, бачите на сесії Верховного Совета. І ось настав час, коли до влади хоче прийти эта кривавая хунта. Що треба робити? Людям, які об'єднані в эту партію і претендують бути авангардом. Що треба робити? Так вот, апошняя новина принесли зараз со страйкама. Бюро ЦК КПБ теперь выступило с заявой о поддержку хунты. Можно их поинформовать? Звертається керівник держави до всіх робочих, звертається до всіх людей виразити свій протест у безтерміновій забастовці. І це звертається керівник держави. Чому він так звертається? Тому що усі способи у оборону Конституції, у оборону нашого життя, у оборону законів, накерованные супроть хунты, справедливые и законные. Мы можем и восставать, и выступать, и мы правы, потому что
мы обороняем Конституцию, закон – наше право. І не треба їх боятися. Хай вони нам не погрожають, хай приймають свої заяви у підтримку хунти, лава для підсудних буде широка, усе помістяться. Шановна громада, я думаю, що нам треба потребувати, яким б не був цей Верховний Совет, на яким би антидемократичним законі він не утворився, який б він не був, но усе ж таки формально це орган легітимний. Тому ми повинні конституційними сродками, як народ, потребувати, по-перше, щоб скликати нечергову сесію. Тепер, терміново, підтримати депутатів опозиції. І на этой сесії треба, щоб стояли основні питання. Перше – це виразити своє неприйняття, своє осудження державного переворота, своє осудження хунти. Выразили уже все республики, навіть азіатські выразили у лепшим, так сказати, варіанті, чим хочуть зробити наш Верховний Совет. Ну, напевно, коли бюро ЦК виразилося таким чином, то треба чекати, що тут нечто так само буде подобне пропоновано. До якої низості можна скатитися? Подумайте самі. Тому це потребування повинно бути. Другое потребування. Що ми бачимо у сувязі з цим переворотом? Перше – це удар по нашому суверенітеті. Вони не хочуть нас признавати як республіку, як народ. Вони нам диктують свої закони через свої органи. Є у нас органи двойного підпорядкування, це КДБ, там, МВД, війська. Вони не признають нас як суверенних, так сказати, носителів. Вони не признають нашу республіку. Тому на цій сесії треба поставити питання об наданні конституційного статусу Декларація незалежності Білорусі. Це обов'язково треба зробити. Ми повинні це мати. Інакше у нас нема тоді аргументів. У нас нема аргументів. І вони, так сказати, можуть, любые приймати рішення, тому що ми ніхто, а керівник у нас Дементей. Давай, Дементей! Конечно, треба потребувати прийняття нового демократичного закону об виборах і проведення нових виборів. Прийняття нової Конституції, згідно якої цей Верховний Совет повинен бути розпущений, і нові демократичні вибори відбудуться в професійний парламент. Треба потребувати, щоб органи двойного підпорядкування перейшли до того часу, поки не збереться у Советском Союзе в Москве з'їзд народних депутатів, перейшли у підпорядкування Верховного Совета БССР. Неважно, який, хто там, но це орган легітимний. І коли КДБ і МВД і військові органи будуть під їхнім підпорядкуванням одним, і вони будуть нести і відповідну відказність. А почуття відказності дає можливість некоторим людям узважувати свої кроки. Тому це потребування так само правомоцне. Його зробив Єльцин, його зробили у Росії, нам так само цього треба потребувати. І останнє, я думаю, що ми повинні зараз, коли ми підемо, і завтра підемо на працю, на наші заводи, на підприємства, треба ставити питання, як ще хунта не згинула. Ще не згинула, ще невідомо, як може повернутися, не можуть пролити кров. Треба не дати їм пролити цю кров. Тому треба підтримати усю демократію у Прибалтиці, у Росії. І, безумовно, треба об'являти стачки, забастовки. Це буде законно у даденій ситуації.